Значит, на самом деле имперский легион возник еще в конце нулевых годов. Задача была создание такого подразделения православного, которое на воинской идее объединялось бы и задачу ставила с оружием в руках защищать христианскую церковь. Поэтому имперский легион возник в русле русского имперского движения как боевое крыло. Его создателем были мы с Воробьевым, с Станиславом Анатольевичем. На самом деле русское имперское движение является, на наш взгляд, наша организация единственной легитимной организацией политической, потому что мы монархисты. Россия, она может существовать только в рамках империи, только в рамках монархии. А так как монархию и идею империи мы получили от Византии, Второго Рима, который в свое время получила ее от Первого Рима, мы являемся Третьим Римом. Да? И то, что сейчас существует Российская Федерация, там Путин, вся эта история, это не значит, что кто-то отменил Третий Рим. И мы, как наследники воинства римского, православного воинства, поэтому взяли название легион, имперский легион, и поэтому нашим символом является православный лабарум, крест Константина. Легион был основан в 2010 году, и до 2014 года, в общем-то, никаких таких военных действий нигде не велось. Вот, у нас были товарищи, которые воевали в Чечне, но вот в рамках отряда, как сам по себе, нигде не воевал. С 2014 года, с весны 2014 года имперский легион начал участвовать в войне в Новороссии. Вообще изначально мы были и в Киеве, когда там был Майдан. Мы были в Крыму, когда посчитали, что именно там будет главное столкновение с американцами и украинской армией. Но впоследствии, в течение более чем 3 лет, имперский легион воевал на Донбассе. Здесь вот можно видеть боевой путь имперского легиона. Да, поэтому все основные точки, скажем, войны, все самое основное, что было связано с самыми ожесточенными боевыми действиями, это Донецкий аэропорт, Пески, Старобешево, Никишино, Алчевск, Дебальцевская наступательная операция, в ходе которой были в котел попали украинские войска, да, и потом часть вышла и захватили Донецк. Вот это вот все это действия имперского легиона. Впоследствии часть наших товарищей поехала воевать в Сирию, потому что тоже идея защиты христиан от радикального ислама, она была очень сильна в рамках имперского легиона, поэтому многие воевали в Сирии, в Ливии. В Ливии 2 человека у нас погибло буквально год назад. Вот, на Донбассе у нас около 11 человек имперский легион потерял. Множество было ранено, получили увечья. Но до сих пор, в общем-то, у нас как бы 2 основных направления. Это ближневосточное, ну и самое основное направление – это Новороссия, потому что мы считаем, что то, что происходит на Украине, это гражданская война внутри России. Мы, так же как и сербы, должны объединить свой народ в едином государстве, да, к сожалению, расколотом. Но на сегодняшний день как бы наши враги делают все, чтобы этого не случилось, поэтому мы продолжаем воевать. И сейчас перед новой угрозой, перед тем, как сейчас опять стоит такой, скажем, мы на пороге войны, многие наши товарищи, но единственное, сейчас пока не в составе целого подразделения, а отдельно, сейчас уже находятся на передовой. Вот здесь вот у нас комната, учебный класс. Сейчас здесь группа чистит оружие. Здесь проходят занятия теоретические по топографии, радиосвязи.
тактические медицины. Вот сейчас вот у нас группа приехала со стрельбы, все заняты вычищением оружия. Да. Вот такой вот здесь вот проектор, учебный класс, комната хранения оружия. Вот. Вот здесь вот можно посмотреть и узнать некоторых персонажей нашей общей истории. Это Буданов. Это вы все знаете, кто это. Можно посмотреть разные стикеры, разные тоже, наверное, кто-то узнает стикеры наших товарищей. Вот, сербская акция. Православие или смерть — это старые стикеры еще с 2012 года. Это вообще одни из первых наших стикеров 2005 года. Вот, это тоже там такие вот Трамп с Путиным. В общем, мы там собираем такие разные вещи. Здесь у нас тренажерный зал, флаг, который был взят в Украине. Это флаг, который привезли из Сирии. Членом Имперского легиона может стать только православный христианин, русский по происхождению, ну и, естественно, разделяющий идеи монархии, идеи объединения русского народа в единой империи. Серб может быть членом Имперского легиона, потому что мы, в общем-то, считаем нас одним народом. У нас есть в России дети от смешанных браков, но они могут быть наполовину русские, там, по отцу или по матери, но быть православными христианами, и они могут быть членами Имперского легиона. Ну, на самом деле, клуб «Партизан» возник в 2012 году в том виде, в котором он есть. Идея его – это идея продолжения ратных традиций партизанских русского воинства, потому что на протяжении многих войн, когда армия государства не справлялась с отражением агрессии, народ включался в борьбу, и в рамках партизанских движений, партизанских отрядов войну 1812 года отражали набег там Наполеона, да, 12 языков, вот, и впоследствии как бы и в русско-турецких войнах как казачьи отряды, как партизаны действовали. Это и в Первую, и особенно во Вторую мировую войну также партизанское движение было очень сильно развито на территории как бы России еще до того, как, в общем-то, Сталин взял это под контроль. Многие военные, которые оказывались на удалении, да, объединялись в отряды и воевали. Идейный вдохновитель нашего центра является Денис Давыдов. Это герой 812 года, основоположник партизанского движения, человек, который первый, в общем, описал тактику партизан, в общем, и начал развивать вот эту вот идею. Это гроб, реквизит для такого курса. У нас есть курс «Психология боевого стресса», где мы погружаем людей в стрессовые ситуации. Вот, ну, в гробу мы просто их заколачиваем, и они там у нас сидят. Вот. Некоторые прямо очень сильно переживают, поэтому последний раз вот сломали нам все задвижки, в общем, вырвались. А так это просто вот один из таких реквизитов, очень полезных для прокачки психологии бойца. Это борьба с клаустрофобией, как и с другими историями, которые мы делаем, там, высотная подготовка, в общем, какие-то нападения неожиданные, борьба там со сном, усталостью и так далее. Ну, я как бы являюсь руководителем центра «Партизан» и руководителем, командиром Имперского легиона. И
в общем, за нашу деятельность, когда мы воевали на Донбассе. Мы на самом деле по международным делам проводили много и обучали правых европейцев. В общем, именно за это американцы признали меня одним из первых международных глобальных террористов белых. Да, до этого были только черные, исламские международные террористы. Вот, а я попал в число белых славян. В общем, вместе со Станиславом Воробьевым мы стали такими вот, скажем, врагами Америки. Вот еще трофеи. Это трофеи. Это большой флаг, да, который был привезен с Сирии у нас нашими товарищами. Вот, пожалуйста. Да. Мы его не вешаем, потому что это является пропагандой, и нас могут привлечь к ответственности за это. Поэтому так вот показать. Вот у нас наш, скажем, идейный вдохновитель, да, Денис Давыдов. Это в 2014 году мы подняли флаг ДНР на Эльбрус. Зал рукопашного покупки самого необходимого. Можно обратить внимание, книги такие и по идеологии, и книги по тактической медицине, по военному делу. Вот, это книги наших батюшек. Вот отец Дмитрий Василенков. Надеюсь, переведут его книги на сербский язык. Это уникальные русские комиксы, которые в Югославии делали мигранты русские. И это было и на сербском, и на русском языке, на основе русских классических произведений. Вот эти вот иммигранты, белые иммигранты, после того, как вынуждены были покинуть Россию, для детей писали такие комиксы. Ну, вот здесь вот такие вот основные наши вещи, там чистка оружия и так далее. Ну, это кухня, это самое главное место, где все собираются, едят, пьют чай. В общем, вечно голодные наши курсанты, страдающие голодом. Вот сегодня они ели супчик, вот, и всякие другие вещи. Здесь на днях к нам зашли два узбека и говорят, мы хотим заниматься ММА, это смешанными единоборствами, можно мы будем заниматься у вас? Я говорю, конечно, если вы примете православную веру, прочитаете символ веры мне, то я вас, конечно, возьму. Я говорю, вы же примете православную веру. Они говорят, нет, нет, и давай там бежать сразу в двери ломиться. Вот так вот у нас бывает, случается. Не хотят они это. Вот, ну, кроме этого, у нас есть в помещении гуманитарный центр, в котором собираются вещи для бедных семей Псковской, Новгородской области, вообще северо-запада России. У нас работают волонтеры, каждый месяц собираются машины, отгружаются вещи, продукты, детям канцелярские товары. Поэтому у нас такая многогранная деятельность, это и гуманитарная деятельность, и военная, и религиозная. Все время здесь приезжают батюшки, общаются с нашими курсантами, проходят здесь всевозможные тренинги и так далее. Ну, нормально, когда вас признают белым, Америка, враг признает, вы понимаете, что вы действуете в правильном направлении. Потому что наше направление – это обучение максимального количества русских людей военному делу. Вот только за прошлый год наши курсы прошли около 850 человек. Каждый год мы под 1000 человек обучаем. Кроме этого, русские люди, которые не имеют связи с православием, с традицией, оказываясь здесь, в нашей среде, встречаясь
с верующими людьми, с православными людьми, с нашей идеей, становятся нашими соратниками. Это одна из важнейших наших миссий – нести веру русским мужчинам, веру, основанную на воинском искусстве, на духовности, да, на понимании того, что только готовность защищать с оружием в руках свою веру, свою семью, свою церковь и свое государство, оно может спасти нас. Здесь было спорт, здоровье, нация, СЗН. Вот здесь такой богатырь с семьей. Вот, ну вот здесь собираются вещи все, написано там девушки, дети. Вот это вот готовится к отправке все разделено. Обувь отдельно вещи, отдельно что-то такое, что необходимо для быта семей. Продукты собираются. Прячем их от Микки Маусов. Вот всякие коляски и так далее. На самом деле русское имперское движение много лет подвергается гонениям. Несколько раз у нас блокировали сайт на территории и офиса русского имперского движения, и нашего клуба. Неоднократно проходили обыски, поиски всяких там легальных вещей. Например, там 2 года назад фактически нас полностью закрыли. Но в какие-то моменты, так как, скажем, при событиях на Донбассе наши пути шли параллельно, да, наши взгляды, что мы должны воевать на Донбассе, они объединялись, да, поэтому где-то в какие-то моменты нас переставали жестко прессовать, но это происходит систематически. То есть если нас год, например, 1,5, мы можем существовать более-менее спокойно, потом начинаются опять возбуждения каких-то дел надуманных. Но так как мы не занимаемся какой-то нелегальной криминальной деятельностью, нас достаточно сложно прямо обвинить в чем-то таком, как там, скинхедов там или что-то, да. Но, тем не менее, конечно, мы постоянно находимся под прессом. Я знаю, что в Европе некоторые думают, что Путин это главный националист. На самом деле это не так. В России руководит не Путин, как бы всем не казалось, а руководит олигархические кланы. Кланы, подчиненные прежде всего определенным западным движением. И сейчас то, что происходит с ковидом, то, что происходит там с войной, вообще с тем, что происходит в России, показывает, что в общем национального правительства, государственного правительства в России нет. Мы, в общем-то, сейчас под пятой международного капитала находимся, да, который совершенно не христианский и уж точно не русский. Будем очень рады увидеть сербских товарищей, как это сделали уже ваши товарищи, да. В общем, мы очень рады, что у нас есть такие товарищи.